Это искусство, которое только со стороны кажется таким вот творчеством высоким. Чистого творчества 10%, а 90% такого рутинного труда, когда ты там делаешь, переделываешь, когда тебе не нравится, когда ты чем-то недоволен, когда ты прочее, когда приходится 5 раз переписывать одну и ту же руку, там, ну, она и так не так, и так не так, и это не получается. Очень много такого чисто рутинного профессионального труда. Но без этого профессионального труда не будет тех вот этих 10%, которые называются то ли вдохновением, то ли этой вспышкой какой-то, когда у тебя все хорошо, все получается, все нормально, потом опять рутины целых неделя. Вот так. Я родился в Давидгородке, ну или там рядом, но детские школьные годы прошли в Давидгородке. Это самая глубинка Полесья, это Пинское Полесье. Вот. Это край такой вот со своеобразной культурой, со своим языком ни на что не похожим, ни на белорусский, ни на украинский, ни на какая-то такая жуткая смесь белорусского «чаго» с украинским оканьем «чого», с польскими и немецкими какими-то вставками и прочее. У нас не гулять, идем обязательно шпацировать, ездим на велосипеде обязательно на ровере и так далее, и так далее. Это самое такое глубокое, нормальное Полесье со своим говором, со своими обычаями, со своими укладами и так далее, и так далее. В Давидгородок приехала группа студентов, практика они проходили, они ездили там по деревням, по городам, и там просто переночевать в доме офицеров пришли. И меня, значит, мой дядя, с которого я в доме пионеров в кружок ходил к нему, говорит, иди покажи свои картины. Приехали художники, приехали преподаватели, иди покажи. Я собрал себе свои рисуночки, все прочее, понес к ним. Они отнеслись ко мне хорошо, нормально, внимательно, и сказали, что в принципе да, мальчик талантливый, но на школы нет, и это надо идти поступать в художественное училище, и тогда потом уже в институт ты не поступишь. Но сработал какой-то юношеский максимализм, я все-таки пошел почему-то в институт сдавать документы, и на приемных экзаменах встречаю преподавателя, который был вот это с группой студентов, это оказался зав. Кафедры керамики Михаил Вениаминович Беляев, который тоже меня узнал, сказал, все-таки решил поступать, куда поступаешь? Я говорю, на графику хочу поступать. Он говорит, не поступишь на графику, там серьезные ребята проходят, серьезный конкурс, вот давай-ка попробуй к нам на керамику. Сразу в 17 лет, оказавшись в Минске, в 22 года я уже окончил наш театрально-художественный институт и по распределению был направлен туда, в Бобруйск. Представьте, в 1971 году. Это был, конечно, совсем другой город, это не теперешний Бобруйск. Это был, во-первых, такой еврейский город с преобладающим еврейским населением. Это был город такой немножко такой старый, такой немножко грязноватый, такой для художника. Это был, конечно, рай, тот старый Бобруйск. Он настолько был какой-то такой вот непохожий на прочее. Во-первых, что меня поразило, на этих скамеечках сидели люди, говорили на хорошем и на идише хорошем говорили, как за границу побывал, в общем, куда-то.
он построен как раз на рубеже 19-20 века. Это ему где-то там 115-120 лет этому дому. Вот. Но просто мне нравится вообще этот район Бобруйска, который я для себя называю уездный город. Он и не губернский, как Могилев, там, где совсем другой шик, там совсем другие этажи и прочее. Но он и не похож на советские районные городки небольшие. Он такой все-таки вальяжный, двухэтажный, одноэтажный, красивые дома. Их в свое время построили купцы вот в начале 20 века. Вот. Они строили для себя, они строили красиво, с этой особой кирпичной кладкой, с чередованием там белого кирпича, красного кирпича, обязательно с узорчатостью. И получали такой красивый стиль. Я очень хочу, чтобы это в Бобруйске сохранилось. You've heard it all before, but let me try to explain. Pamir bis to shame means that you're great. Кстати, это вот пешеходная улица, это ведь художники предложили. Когда-то мы делали краеведческий музей, и когда его заканчивали, и мэр принимал наш музей, мы ему подали идею о том, что давайте сделаем пешеходный, Бобруйский Арбат так называем, пешеходную улицу. И вот благодаря нам вот это стала теперь пешеходная улочка. И вот как бы такая визитная карточка Бобруйска, начинается с памятника Бобру и кончает там вот краеведческим музеем города Бобруйска. Быть успешными, погладить его по золотому колечку. О чем вы говорите? Вон у Ильфа и Петрова при слове «Бобруйск» собрание болезненно застонало. Дети лейтенанта Шмидта и Шура Балаганова говорили. Бобруйск тоже хороший город, известный город. Так далеко от Парижа и так хорошо шьют. Так далеко от Бобруйска так хорошо шьют про Париж. Бобруйчане говорили. Человек живет там, где ему нравится, я так думаю. Поэтому я с удовольствием живу в этом городе. И в крайнем случае уже до конца своих дней надеюсь его не покидать. Я с удовольствием иду в мастерскую. Я утром просыпаюсь и иду с удовольствием. И иногда даже ускоряю шаг, быстрее прийти сюда. В данном случае мне сюда хочется ходить, а это уже важно. Художники – это ведь отшельники. Это люди, живущие обособленно в 4 стенах. Это ты приходишь с утра в мастерскую, и пока есть световой день, а сейчас вот как осень, он короткий обычно, уже в часа 4-5 уже работать невозможно. При искусственном свете я не работаю, потому что там начинаются эти цветовые всякие обманы. Вот. Поэтому я прохожу и сижу один и работаю. А иногда я веду несколько работ. Сейчас у меня одна работа начата, другая работа начата. Иногда, когда заходит одна в тупик, другая в тупик, я могу взять какие-нибудь старые этюды и начать их там доделывать, поправлять. Я могу вообще все бросить и там начать рамки запиливать, тупиковое состояние. Это процесс. Это среди ночи просыпаешься и думаешь про эту картину, когда идешь, думаешь про картину. Это все, это совершенно чистое помешательство такое вот на этом искусстве, но мы только думаем про это и про это в основном. В крайнем случае, про это интереснее думать, чем про то, как тебе там это заработать на хлеб, как тебе там что купить, там про прочее. В крайнем случае, ты думаешь про искусство, веселее, интереснее. То есть, в основном, сдвинуты мы на искусстве, поэтому искусством и живем, об искусстве думаем. И это хорошо. Эта метафора плывущей лодки, это, конечно, не лодка, это, конечно, жизнь.
именно над этими человеческими сооружениями, которые, с одной стороны, это вот Вавилонская башня, а с другой стороны, это обыкновенные крестьянские домики, идущие, и вот в этих зарослях ветвей, этого, которые потихоньку превращаются в дерево, это Вавилонская башня, спит ангел. И может быть, надо, чтобы как-то его разбудить, чтобы он проснулся, но пока он спит. Кстати, искусство, оно ведь не должно быть таким вот однозначным. Меня всегда часто удивляло, как по-разному люди видят то, что ты написал. Меня спрашивают, это вот так и так и так ты задумал? Я думаю, да нет, я так вот не задумал. Я говорю, ну, может, так и есть, если вы это нашли. То есть люди воспринимают каждый по-разному. И я не пытаюсь их переубеждать, что это нет, это так. Мне всегда хорошо, когда работа неоднозначно. Когда за первым планом есть второй план, когда за основной мыслью есть там еще какой-то такой маленький, там еще какое-то дополнение, сюжетик, там еще чего-то. И поэтому это усложняет искусство, делает его интересным, делает его любопытным. Эта работа называется «Атлантида». То есть это та некая мифическая страна, которая там вот эта волна, идущая с нее, это как бы и гибель этой Атлантиды, и также и гибель этих кентавров. Почему их сейчас нету? Потому что, скажем так, они где-то остались там, в той некой мифологической цивилизации, в том золотом веке, как говорят, который когда-то был. Поэтому вот кентавры с Атлантидой сложились в такую вот некую ностальгическую работу. Мне, конечно, хочется видеть в женщине некие возвышенные моменты, поэтому часто они у меня, скажем, не просто девушка с цветами, а это обязательно флора, это обязательно богиня цветения, плодородия и так далее. Это не обязательно там у меня работа там обнаженная женщина, у меня, скажем, Диана, охотница, когда женщина-порыв, женщина там с луком и так далее. Вот, то есть некие моменты такие вот, многогранность женщины, она появляется в этих работах. И поднять женщину, и возвысить женщину, по-моему, это хорошая такая почетная обязанность любого художника и любого мужчины. Мы на пленэр у нас был, и нас приехали в какой-то районный центр, и руководитель района говорит, завтра мы вас, художники, повезем в наш лучший агрогородок, будем рисовать там. А мы сказали, нет, вы назовите нас в самую глухую, самую уже такую умирающую деревню, потому что именно там живопись, там эти покосившиеся заборы, там это, естественно, растущие деревья старые, там есть что писать, а в агрогородке нам что писать, в принципе, одинаковые, красивые, аккуратные игрушечные домики. Вот, это такой пролог. А на самом деле деревня, конечно, это всегда ведь испокон веков был это какой-то вот такой носитель культуры народа. Ведь всегда носитель культуры вот этой такой традиционной, деревенской, обрядовой какой-то, религиозной, языческой, какой угодно. Вот такого уклада нации. Это всегда же деревня была носителем. И вот при нашей жизни идет полностью разрушение этого уклада. И вот это некоторое такое вот умирание деревни, это очень большая трагедия. И, в принципе, художнику надо зафиксировать это. Наверное, через 20 лет уже вообще никакой деревни не будет. Будут красивые агрогородки, будет красивая, допустим, некая среда для работы, но вот этой вот
такой исконной, красивой, настоящей, природной, естественной деревни уже, наверное, не будет. И вот эта попытка зафиксировать, это для меня очень важно. Я с удовольствием пишу эти деревянные домики, эти покосившиеся заборы, эти какие-то там тропинки живописные и так далее. Мне это интересно и любопытно. И как со стороны, как художнику, потому что это красиво на самом деле, там такая естественная красота, и вроде как и фиксируешь кусочек исчезающей истории. Кто? Я тоже думала, может, где кот какой-то. Сейчас мы попробуем что-нибудь изобразить. Так. Вот эту елку мы сделаем повыше, чтобы она композицию нам строила. Там еще кусок леса и пойдет. Тут мы дадим эти дома. Художники все любят осень, потому что это же осень цветная, живописная. Это мы привыкли не замечать краски. На самом деле мир очень разноцветный. Вы возьмите кусочек травы, тот, который рядышком, и кусочек той же травы метр от нас, уже другой цвет. Там еще вон пошла рыжеватость, там пошла сероватость и так далее. А мы не замечали, нам кажется, ну, такая серая, бурая какая-то трава и все прочее. На самом деле мир намного цветнее, чем мы привыкли его видеть. Художник, обязан себя, заставляет видеть это многоцветие мира. Конечно, есть люди, которым просто нельзя не восторгаться, скажем, там, гений Микеланджело придумал, что как это можно было, эту Сикстинскую капеллу, эти потолки писать, эти столько скульптур наваять, это невозможно человеку сделать, что он сделал. Или когда смотришь там портреты какого-нибудь там Гейнсбора, это ужас какой-то, настолько передача этого всего существует. Вот. Гений есть гений. Или я впервые увидел Гойю, как у меня к нему было отношение совершенно такое, никакое. Гоя, прекрасный художник, прекрасный. И вдруг, будучи в Питере, в Эрмитаже привезли две его работы, две махи, обнаженная и одетая. И когда я подошел к этой картине так носом вплотную, когда я увидел на этом теле обнаженное тело, и оно написано какими-то сиреневыми, зеленоватыми, голубоватыми. Вот море красок. Со 2 шага отступил тело. Еще подошел, живопись вот такая вот разноцветная. Еще раз отошел. Оказывается, в принципе, есть художники, которые репродукция не передает их мощь и их силу. И только вот подойдешь, вот это великий человек. Как работается? Летом лучше работается, а летом лучше, чем несмотря зимой, на да? пасмурную погоду, очень даже так это получается у тебя хорошо. Замечательный этюдик получился. Пойдем уже погрейся у огня. Камин растоплен? Растоплен, пойдем. Пойдем. После этюдов горячий чай. Я, конечно, хотел бы больше тут быть, чем я бываю на даче. Потому что после города, после каких-то там делов, все тут приезжаешь, тут же тоже отдыхаешь душой, тоже успокаиваешься, тут же совсем себя по-другому чувствуешь. Ты утром проснулся рано, взял удочку, пошел на рыбалку. Вечером тебе захотелось, взял кишку и пошел в лес грибы собирать.
Жена попросила вскопать грядку. Ну ладно, вскопаем грядку. Вот. Ну и тут, конечно, работает. Тут у меня и мольберт стоит, и краски всегда есть, и все прочее. Не, нам тут уютно. Я как-то был в молодости на Сенеже, работал в группе творческой. Со мной в мастерской работал литовский художник один. И он рисовал все время людей, которых либо отвернулись от зрителя, либо у них глаза вниз опущены. Я спрашиваю, а почему тебя люди не смотрят никуда? Так он мне сказал, говорит, ты что, Анатолий, говорит, посмотреть человеку в глаза, это так страшно. Ничего нету страшнее. Я боюсь посмотреть человеку в глаза. Это такая тайна какая-то большая. Он, конечно, своеобразный, оригинальный был товарищ. Но в этом что-то есть, что человек настолько глыба, в смысле величина большая. Ведь Господь по своему образу и подобию нас создал. Мы же на самом деле очень что такое невероятно большое, поэтому фигуративная живопись мне в крайнем случае интереснее. Идемте с нами. Керамика, которую я тут представлена в нашем художественном музее, это керамика, которую я делал на Арт-Жижеле. Вы же знаете, такой наш пленэр бобруйский, известный, который проводит Валерий Аркадьевич Калтыгин. Вот. И я как керамист, который керамикой постоянно уже не занимается, я с удовольствием приезжаю на Арт-Жижель и там делаю керамику. Это другое поколение, и это хорошо, значит, они что-то другое будут делать. Потому что если они будут делать только полностью по нашим следам, то что с этого получится? Это хорошо, что они другие. Да, нравятся некоторые работы, очень даже вдохновляют и удивляют очень сильно. Но я бы все такие картины хотела, иметь дома. Мне понравился вот этот дедушка, он задумчивый и сидит на бочке и смотрит куда-то вдаль. Как ты думаешь, о чем думает? А думает о жизни. И вот эти картины мастера, они просто обращают на себя внимание обилием цвета, обилием света. Вот понимаете, они несут такую положительную ауру, такое какое-то свечение, какое-то такое настолько чувствуется, что человек добрый, несет доброту, несет какой-то свет людям. Мне кажется, сейчас очень важно не думать, к какому стилю примкнуть, а писать то, что у тебя в душе. Что ты хочешь писать, или даже что ты умеешь писать. Браться за вещи, которые вроде бы лучше бы писать и более попасть во время, но если это не твое, то это будет все равно уже чужое. Это лучше писать, лучше делать, может быть, вчерашний день, но искренне, чем лживо сегодняшний. О чем я мечтаю? О самых обыкновенных вещах. Я мечтаю немножко пожить еще.
Я мечтаю немножко пожить, чтобы сделать хорошую выставку. Ну и, как обычно, хочу, как и все, хочу, чтобы были мои дети счастливы, чтобы была моя внучка добилась чего-то, чтобы у моих близких все было хорошо. Как и все люди желают, чтобы в семье было хорошо, чтобы было некое благополучие, чтобы в стране было хорошо, чтобы в мире было хорошо, как и все.